чеченском языке есть слово курстак, гордый, тщеславный, знатный человек. Стак — это человек, а кур, что означает кур? Вот если, например, взять животных, то когда они бодаются, говорят кур тёхна, баран или бык, если в одну кур тёхна. Тёхна — это ударило куром. Оттуда мы понимаем, что кур — это лоб животного, лобная доля черепа, так как именно животное будет этой частью черепа. А какое отношение имеет лобная доля черепа к гордости, к знатности? Чтобы это понять, обратимся вот к этому черепу. Это череп аланский, либо сарматский череп с искусственной деформацией. Такие черепа удлиняли знатные люди, чтобы придать знатности, и чтобы они выделяли среди окружающих. Вот, и именно у них удлинена вот эта лобная часть, кур. Отсюда мы понимаем, что курстак — это человек, обладающий вот этим удлиненной частью лба, знатный человек. Вот. Другим доказательством это является, например, у нас женская прическа, когда волосы собираются на макушке, то говорят курбина. Эта прическа визуально удлиняет голову и говорят курбина. И был такой головной убор у нас в древности, даже до позднего средневековья, кур-харс. Он тоже как бы визуально удлинял голову, и отсюда тоже видим кур, лоб и харс ложное удлинение, а это естественное удлинение. Теперь у меня возникает вопрос, есть ли у наших соседей, которые тоже претендуют на сарматское, аланское наследство, есть ли у них в языке доказательства того, что они тоже делали такую деформацию черепов?